Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на мужчину. И мы с вами посмотрим, о чем он думает прямо сейчас, в эту самую минуту, в это самое мгновение. Загадайте, пожалуйста, на своего мужчину. Давайте вместе узнаем, что там у него за мысли роятся в голове. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ох, и мысли у вашего мужчины. Тут просто каша, а не мысли. Устал. Он устал. От чего-то устал, от жизни устал, от проблем устал. Может быть, на работе у него там какая-то глупость, тупость произошла. Вот первая мысль: как же я устал. Вот ему хочется взять вас, вот прям на руки взять, сесть в лодку, прыгнуть в лодку и куда-то там на отдых, на пикник, на море, там в лес, в горы, ну вот на отдых, хочу на отдых. Прям глаза закрывает и видит эту картинку, что вы отдыхаете, что там полянка, да, накрытая, вы рядом, какая-то музычка интересная играет. Он, кстати, у вас какую-то музыку прям любит, либо какая-то мелодия к нему прицепилась. И вот он прям с вами, и так ему хорошо, ни о чем думать не надо, ни о чем переживать не надо. Но это все-таки мечты, пока это только мечты. Но видите, отдыхать хочет, но отдыхать с вами. Не с какими-то там другими женщинами, не с друзьями, а именно с вами хочется отдыхать. Еще он думает о каком-то мужчине. Мужчина стрелец. Но почему-то этот мужчина свою стрелу в вашу сторону направляет. То ли он ревнует к этому мужчине, то ли он не доверяет этому мужчине. Мужчина с его стороны выходит. То есть, скорее всего, его какой-то знакомый, друг, а может быть даже родственник. Что-то он начал подозревать, что этот мужчина к вам неровно дышит. Либо клини подбивает, либо имеет к вам достаточно серьезный интерес. И вот он такой: надо все узнать, надо разузнать, надо поменьше, да, чтобы моя женщина встречалась с этим мужчиной. Надо вот прям как-то контролировать надо. Ревность у него идет. Знаете, это к лучшему, что он вас ревнует. Он больше времени вам будет уделять. И, как бы вам это правильно сказать, будет пытаться вам показать, что он лучше, чем вот этот вот стрелец. Да, что нет, я лучше, я все-таки лучше. Вам это, кстати, ситуация на руку, да, на руку сыграет 100%. Мои хорошие, вы там, смотрите, сильно не удивляйтесь, если ваш мужчина с сегодняшнего вечера, либо с завтрашнего дня начнет себя по-другому вести, будет более такой чувственный, более такой внимательный, любящий, заботящийся о вас. Да, это ревность его таким делает. Я вам говорю, вы еще свою выгоду на этом получите. Так, с правой стороны. С правой стороны у мужчины к вам вопрос. Вопрос, вернее, даже не так, не вопрос, а какое-то ваше действие для него непонятно. Действие либо решение. Вроде как и не сильно хочется вас расспрашивать, но прям интересно, почему вы так поступили, либо почему вы так решили, почему вы так сделали. Здесь, скорее всего, какими-то наводящими вопросами он будет с вами разговаривать. В общем, еще больше сам запутается, еще больше вас запутает. Вот. Если вы недавно что-то такое серьезное сделали, сказали, либо какой-то поступок совершили, вы лучше ему сами объясните. А то он там бедный будет ходить, голову ломать, и еще и мысли не туда, куда надо, его заведут. Вот. От греха подальше лучше объяснять. Объясняйте ему, что вы делаете, либо чем вы руководствуетесь, когда принимаете то или иное решение. Ну вот да, он у вас такой любопытный, пытается быть в курсе всех событий, не любит там загадок всяких, тайн не любит. Это прям для него кошмар кошмарный.
Кстати, еще по поводу вас и его недовольства вами. С какой-то женщиной вы слишком много времени проводите. Либо, например, долго разговаривали. Может быть, ходили с подругой гулять, да, задержались. Может быть, по телефону любите с подружкой поговорить, там что-то обсудить, важные вопросы. Ему прям это очень не нравится. Не нравится, и он не к вам претензии имеет, а скорее к вашей подруге, что, дескать, это она вас куда-то водит, это она вам постоянно звонит. Вот не любит он эту вашу подругу. Не любит, на дух не переносит. Была бы его воля, он бы и запретил с вами общаться. Но он не рискнет вас об этом попросить. Но вот знаете, что ему это не нравится, очень не нравится. Он обижается, когда вы с подругой время проводите, либо долго с ней общаетесь. Да, есть такое. Так, еще он думает о том, что у него полупустой карман. Полупустой. Ему грустно от того, что карман полупустой. Ему хотелось, чтобы он был полный, в нем там громко звенели дорогие там золотые монеты, а карман полупустой. Может быть, он вам что-то обещал купить, либо что-то оплатить, может быть, просто денег обещал дать, а карман полупустой. Смотрите, если он будет свое обещание сдерживать, знаете, что он последние потратит. Вам, конечно, он об этом не скажет, но потратит последние. Вот имейте это в виду. Да. Еще у него здесь руна успеха, которая от него все время ускользает. Он на судьбу обижен. Почему я не могу добиться того, чего хочу? Вроде как я все делаю, стараюсь. Почему успех от меня ускользает? Какой-то он у вас немножко азартный в этом плане. Девочки, поговорите с ним и объясните ему, что успех любой ценой — это неправильный подход к жизни. Цена должна быть реалистичной, либо по карману. Потому что бывают такие ситуации, когда люди в погоне за этим слепым успехом в такие проблемы встревают, что потом спаси и сохрани, не дай бог. Вот поговорите, объясните ему. Вы можете, вы на него, кстати, очень колоссальное влияние оказываете. Он об этом тоже думает. Думает о том, как вы умеете его либо из себя вывести, либо наоборот успокоить. Ну вот есть такое у вас, есть. Еще он видит вас, ну в картинке, тут, конечно, змеей показал, но в правой стороне. То есть, в принципе, это не предъявление вам, что вы змея, скорее как констатация факта, что вы мудры, как змея. Мудрая женщина. Вообще, на самом деле, на Востоке змея всегда символ красоты и мудрости. Вот, вас он тоже видит в правой стороне змеей. Вот если бы левой выпало, я бы сказала, что он вас боится и считает, что вы змея ядовитая. А у вас в правой стороне вышло. Все-таки уважает, восхищается, и вы на него умеете влиять. Я бы даже сказала, как-то гипнотизировать его можете. Можете, как уговаривать, не знаю. Какой-то есть у вас дар, талант, и он это отмечает. И ему это, кстати, нравится. Он не против этого, ему это нравится. Как-то благотворно вы на него влияете. Кстати, когда ему тяжело, когда он там переработается, либо день тяжелый был, вот пообщается с вами, и прям легчает ему. Легчает на душе, прям у него там цветочные сады цветут, клумбы, поляны, свежий ветерок, прям отдыхает, когда общается с вами. Ну, конечно, когда вы ему там мозг не выносите и проповеди не читаете. Да, этого, кстати, он очень боится. Он не может с вами спорить. Вот, он не может с вами спорить, потому что вы все аргументируете. Вот у вас на каждое высказывание есть четкий, жесткий аргумент. А он он по-другому общается. Да, он там психами, криками, либо молчанием. Да, вот просто замолчал и все. И понимаете это как хотите. Вот, восхищается вами и боится с вами спорить, потому что вас невозможно переспорить. Из любого спора вы всегда выходите правой. Даже если он этого не признает, все равно он понимает, вот головой понимает, что все-таки вы правы были. Так, еще какая-то дорога, нога влево смотрит. Дорога, которая ему предстоит, в которую он не хочет отправляться. Дорога может быть и дальняя, и на короткие дистанции. Прям совсем не хочет ехать. Мысли о том, чтобы такое придумать, либо чем бы таким заболеть, чтобы не ехать. Ну, как маленький ребенок, честное слово. Кстати, если вы собирались в ближайшее время ехать к вашей, например, маме, к вашим родителям, то он прям, вот знаете, шерсть дыбом встает,
от одной мысли только, что ему придется вот ехать. Не могу сказать, по какой причине. Здесь причина не указана, но не хочет. Вот он не хочет ехать. Понимаете, не хочет, и все. Если вы там на выходные на дачу собирались ехать, он тоже не хочет туда ехать. И прям вот у него там мозговой штурм происходит. Да? Что бы такое придумать, либо чем бы мне таким заболеть, чтобы она меня не заставила ехать вот туда, куда я не хочу. Как упирается. Видите, вот она лошадь, он на лошади, и вот нога в обратную сторону смотрит. Да. Так, и еще, девочки, здесь мужчина чем-то озабочен, озадачен, как какой-то интерес неудовлетворенный у него есть. То ли ему хочется куда-то вот пойти, то ли, не знаю, пиво выпить, то ли какую-нибудь там спортивную программу посмотреть, а может быть даже на соревнования куда-то пойти. Прям очень хочется, но почему-то он чувствует, что вы не одобрите. Ну, либо вы, в принципе, против такого. И вот он думает, вот как мне вырваться на свободу, чтобы такого придумать. Кстати, вот я вам сразу даже прочитаю его мысли по поводу его задумки. Он может сказать, что его там мама, либо там тетя, бабушка, кто-нибудь из его родственников там плохо себя чувствует, либо помощь надо оказать. И вот под этим предлогом он скажет, ну она же со мной не поедет, да? Значит, я там предупрежу свою родственницу и, значит, на футбол, либо с друзьями. Вот будет вам такое говорить, да, вот такая мысль ему пришла в голову, что вот именно в таком ключе можно вас немножко вот провести, да, либо так можно отпроситься у вас. Ну, хитрец, ну, как ребенок, господи, хитрец, ребенок. Так, что еще он думает? Он думает о какой-то, не знаю, фотографии, что это образ. То ли это вы в чем-то очень эротичном, то ли, может быть, он какую-то картинку увидел, очень сильно на нее возбудился и сразу о вас подумал. А может, вы ему какую-то фоточку такую провокационную, нюшечную скинули. Может быть, белье какое-то новое себе купили. И прям он как вспоминает, он, ой, контролировать себя не может. Такое с ним происходит. Мурашит его не по-детски. Думает об этом, думает. А еще он кушать хочет. Но кушать он хочет что-то определенное, что-то очень жирное, мясное. Может, кстати, и борщ. Может, и борщ. А может быть, какой-нибудь стейк, я не знаю, котлетки какие-нибудь. Вот что-то хочет скушать, но вот именно домашнее. Может быть, вы ему накануне позвонили, сказали, что вы борща наварили. Либо там стейков пожарили. И вот он прям, ой, я кушать хочу. Прям запах это чувствует. Даже я чувствую. Да, вкусно пахнет, очень вкусно. Он прям слюна выделяется. Ой, бедненький, ну пусть едет скорее, да, пусть покушает. Так, вверху, в самом венце, его потаенная мысль вышла. Потаенная мысль о каком-то украшении, дорогом украшении, сразу говорю, оно ему не по карману. Но этот мужчина прям убежден, тот мужчина, которого вы загадали, да, убежден, что это украшение вам очень понравится. И вот он думает, вот где мне раздобыть деньги, чтобы это украшение приобрести. Может быть, у вас годовщина, может быть, у вас день рождения скоро, может, еще что. Да, вот не просто так подарить, а под какой-то случай. Вот, даже, кстати, про кредит думает. Про кредит, понимаете? Вот лишь бы эту штучку вам купить и подарить. Ну, видите, любит. Но стал бы он думать, если бы не любил. Да? Девочки, но он вам это точно приобретет, потому что в венце выпало и прям по центру. Он вам эту штучку красивую приобретет, он вам ее точно подарит. Не могу сказать, как конкретно он приобретет, но вот почему-то думает он о займе, о кредите. Видно, прям совсем дорогая. Но вижу, что будет он это делать. Так, мои хорошие, мужчинка здесь абсолютно позитивный, такой, знаете, обычный, прекрасный, добрый, любящий мужчина. Я даже не знаю, что еще можно вытащить. Мысли адекватные, ничего тут такого запрещенного, потаенного, неприличного не вышло. Я вас, девчонки, поздравляю с тем, что у вас абсолютно нормальный, здоровый, любящий мужик. Вот так держать, девочки мои. На этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.